2024 близится к своему завершению. Осталось всего пару часов до полуночи. А это время, когда, как правило, каждый подводит итоги уходящего года. Каким он был для нашей республики, Альфия? Что тебе запомнилось больше всего? В 2024 мы выбирали президента России и главу Башкортостана. Это судьбоносное решение. А еще мы отметили 450-летие столицы. К юбилею Уфы было построено и благоустроено много объектов. Может быть, пройдемся еще раз по самым основным из них вместе со зрителями? Давай так и сделаем, Артур. В эфире программы «Итоги 2024 года». И вот главные темы, о которых мы расскажем. Башкортостан, Уфа, Путин. С удовольствием приеду в Башкортостан. Действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди. В уходящем году президент открывал в республике новые объекты, проводил крупнейшие международные мероприятия. Расскажем полную хронологию того, как укреплялось доверие главы государства к региону. Мы показали эти объекты. На мой взгляд, неплохие объекты на самом деле получились. И действительно, и президент об этом говорил. Самое главное, чтобы люди приходили. Очередной год под давлением западных санкций позади. Экономика не просто выстояла, но и развивается. Вот если все так работали, как в Башкортостане, уже коммунизм наступил еще при нашей жизни. Поворот на восток и новые партнеры. Результаты сотрудничества отражают 3-е место в инвестиционном рейтинге страны. Символично, что форум проходит в Уфе, уникальном городе с динамично развивающейся экономикой и богатым культурным наследием. Почти 200 освобожденных населенных пунктов. Уходящий год стал знаковым в достижении целей спецоперации. У реактивщиков мотострелкового полка «Башкортостан» порядка 30 огневых позиций. Каждый раз они меняют свою локацию во время боев. Свой самоотверженный вклад в общую победу вносят башкирские военнослужащие. Каким этот год был для них? Надеюсь, что скоро завершится это все, победим и домой приедем. Все дороги ведут в Башкортостан. Священное место, что здесь очень уникальная геология, очень уникальная история. Открытие Евразийского музея кочевых цивилизаций и историко-мемориального комплекса Салават-Йере. Очень сакральное, очень значимое место для нашей республики. Новые точки притяжения туристов в республику. Разрешите открыть движение по дорогам? Разрешаю. И федеральные трассы, и фонящие дороги. Десятилетиями нерешенные вопросы сдвинулись с мертвой точки в 2024-м. Открытие восточного выезда и ремонт Шакшинского моста. Дворец борьбы открылся не так давно, еще нет и полугода. Но мы, журналисты, если честно, здесь уже как дома. Комплекс принимает масштабные мероприятия федерального уровня. Все началось с международного форума «Россия. Спортивная держава», на который приехал глава государства. Здесь прошло и пленарное заседание, и совет по физкультуре и спорту при президенте России. Кстати, Артур, это же ты освещал мероприятие. Все верно, Альфия, но, пожалуй, если не самое главное, то уж точно неожиданное произошло, когда Владимир Путин прямо на улице подошел и пообщался с жителями. Просто и открыто, совсем как обычный человек. Президент в информационной повестке республики присутствовал на протяжении всего года. И всякий раз это было связано с позитивными преобразованиями. Давайте вспомним самое важное. В Уфе собрались представители 30 субъектов Российской Федерации и 13 казахстанских областей. Перебираемся в Башкирию, в Уфу. Уфа действительно один из крупных центров образовательных в стране. С удовольствием приеду в Башкортостан. Действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди. Девушки, спасибо. Спасибо. Я не ожидала такого, мы все стояли и не ожидали, что он вообще остановится и выйдет. И так получилось, что я стояла впереди всех. Олеся Сахапова до сих пор под впечатлением. Учительница Уфимской гимназии и пообщалась с Владимиром Путиным и пожала ему руку. А снятые ею кадры увидела вся страна. И когда он подошел ко мне, вся толпа, которая была, она вся ко мне вот так навалилась на меня. И вот так, получается, я была на расстоянии с ним вот так вот. Здесь его охрана стояла. Там вроде были те, кто и сзади тянул руку, кто кричал. Но я вот так протянула,
И он, получается, вот так вот двумя ручками меня погладил. Не просто поздоровался, а двумя ручками. Я сразу почувствовала теплые руки. С такой же теплотой президент отзывался и о Башкортостане. Едва ли не с начала года Владимир Путин то и дело ставил республику в пример, с завидной периодичностью открывая новые объекты. Но вот ключевой стала встреча с главой Башкортостана в Москве после мартовских выборов президента России. Жители республики поддержали действующего руководителя государства. Впрочем, как и вся страна. Владимир Путин четко дал понять, работой региональных властей по развитию Башкортостана президент удовлетворен. Поэтому в целом хотел сказать, что республика довольно интенсивно развивается. И, подчеркиваю, все социально-экономические показатели тоже очень неплохие, на мой взгляд. И для нас самая главная задача, чем живет страна, это поддержка специальной военной операции и, соответственно, выполнение развития экономики. В целом все получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать. Ну а выбор, конечно, будет за людьми. Надо с людьми работать, особенно в этот период. Напрямую побольше и почаще встречаться, слушать. А так в целом все нормально. Так что я желаю удачи. Спасибо. И позицию президента поддержали жители республики, которые большинством голосов выбрали Радия Хабирова на новый срок в качестве главы региона. Наша основная задача – достижение национальных целей страны, которые перед нами поставил президент Владимир Владимирович Путин. И главное – это люди. Мы несем ответственность за жизнь, здоровье и благополучие каждого из более 4 миллионов жителей республики. Последующий после выборов визит Владимира Путина только подтвердил высокий уровень доверия региону. Неспроста именно Башкортостан в уходящем году принимал крупнейшие форумы с международным участием, один из которых «Россия – спортивная держава». Мы собрались в Уфе, столице Башкирии, одного из наиболее самобытных регионов нашего многонационального отечества. В этом году Уфа отмечает свое 450-летие. Хочу также поблагодарить за огромный вклад в развитие нашей большой страны, ее ратные, трудовые, научные и спортивные триумфы. Уверен, участники форума по достоинству оценят знаменитое башкирское гостеприимство. Башкирия по праву принимает форум, тема которого звучит остро и весьма актуально. Спорт – комплексный взгляд в будущее. Уфа словно спортивный Олимп, на вершине которого засияли сразу несколько новых объектов. «Жемчужина» – это, конечно, дворец борьбы, построенный в лучших античных традициях. Впрочем, по значимости не уступают комплекс для гребного слалома и центр фехтования, покоривший сердце президента. Как зал? Нравится? Да. Здесь приятно. Будущий чемпион. У вас школа шикарная, отличная школа фехтования. Уверен, что у вас все получится, когда есть такие наставники. Вам всего самого хорошего. Спасибо. Год от года Башкортостан только укрепляет свои позиции опорного региона Российской Федерации. Это проявляется не только в спорте. В феврале Путин запустил работу межвузовского кампуса, а потом и детского онкоцентра. Президент в курсе того, как развивается регион. У вас промышленность хорошими темпами развивается, безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне. Как впоследствии вспоминал сам Радий Хабиров, президент очень внимательный в общении человек. Он всегда с глубочайшим уважением относится к республике и ее жителям. Такое же впечатление после случайной встречи с главой государства осталось и у учительницы Олеси Сахаповой. Ведь именно с ней он поделился своими мыслями о Башкортостане. От учителей спасибо. Гимназия номер 3. Уфа. Отличные у вас социальные объекты получились новые. Такие спортивные объекты просто любо-дорого посмотреть. Счастливо. Здоровья. Спасибо.
Межвузовский кампус стал не только украшением столицы Башкортостана, но и настоящим научным локомотивом. Это большой подарок юбилею Уфы, который отметили в уходящем году. Отныне здесь соседствуют современные лаборатории разных вузов. В кампусе продумано все до мелочей. Даже дизайн на стенах – это не случайный набор символов. Тот, кто решит эти математические формулы, может стать нобелевским лауреатом. Уфа к 450-летию получила немало подарков, которые готовили не один год. Театру кукол с полувековой историей вдохнули вторую жизнь. Построили Центр спортподготовки имени Ульфата Мустафина. Мы уже рассказывали про дворец борьбы, центры фехтования и гребного слалома, и это лишь некоторая часть. Благоустроили объекты, которые были заброшены. К примеру, озеро Теплое стало местом притяжения не только жителей микрорайона Инорс, но и всех горожан и гостей столицы. Именно такое Уфу видели те, кто вписывал свои мечты в письмо для капсулы времени, которую закопали 50 лет назад. Давайте посмотрим, как пожелания наших предков воплотились в реальные достижения главного города Башкортостана. Динара Таймасханова пролистала страницы истории Уфы. Это здание на улице Заки-Валиди видно издалека. Подсвеченный цветами российского и башкирского флагов кампус и сам зажигает звезды, которые будут светить в научном пространстве. Это решение уравнения Шрёдингера, похоже на него. Вот это у нас гексагональная ячейка, вот обычно для какого-нибудь магния. Разбирает предметы на атомы и молекулы Вадим Харисов лучше всех в мире. И доказал это уже 4-жды. Из Китая, Саудовской Аравии, Швейцарии и Казахстана молодой ученый забрал не только впечатления, но и золотые медали по химии. Студент УГНТУ Вадим сейчас уже сам наставник для тех, кто, как и он, готов покорять научные вершины здесь, в родной Уфе. Мне нравится не только сама подготовка детей, но и в целом общение с ними, какой-то весь этот коллектив, который у нас есть, коллектив из студентов УГНТУ, которые также решили остаться у нас в Уфе. Вот, во всем этом я хотел остаться и внести свой вклад во все это. Такой Уфу Вадим Харисов точно не видел. Очереди в Башдрам начинались еще на улице. Билеты стоили копейки. Это были 70-е, и от прежнего здесь остался разве что памятник. Ранус Насреддинов называет театр любимым местом. Здесь зарождалась его семья. Кроме как театра и кино, как бы ничего не было в нашей молодости. А это было вообще, это мы девушки дружим, куда пойдем? Давай это. Или в кино, или вот сюда, на Фидана, на Нуриевич Саеву ходили. До сих пор ходим, кстати. Вот месяц там назад опять на Фиданы приходили. Ранус Насреддинов свидетель того, как менялась Уфа 50 лет назад. Он закапывал капсулу. Вскрыть ее завещали в юбилейный год. Рапиру Тимура Сафина и Адрина Загидулиной, именно с такими рапирами они стали олимпийскими чемпионами. 31 августа, в день рождения Уфы, отправили потомкам новый привет. Больше 80 предметов и письмо, содержание которого оставили секретом. Капсула сделана из нержавейки диаметром 60 сантиметров, высотой в 2 раза больше. Капсулу для потомков зарыли в символичном месте у подножия стелы Уфа, город трудовой доблести, которую вековечила героизм наших предков в годы Великой Отечественной войны. А еще эта площадь знаменательна тем, что неподалеку откопали капсулу, созданную ровно полвека назад. Отныне же здесь появилась новая плита, которая гласит, что в 2074 году, ровно через 50 лет, наши потомки отправят новый привет уже будущему поколению. Через полвека, возможно, дети Ильнура и Динары станут свидетелями вскрытия капсулы. Пока они ходят в школу и детский сад, с мамой и папой часто бывают в теперь уж любимом парке. Глава семейства 40 лет живет в Инорсе, но преображенную территорию возле озера Теплого не узнает. Так как преобразили вот это место отдыха, озеро Теплое, просто небо и земля. Очень благодарны и руководству республики, города и района Калининского, что сделали для Инорса, для заводчан, в основном тут у нас одни заводчане, такое место отдыха после работы. То есть огромное спасибо. Сквер «Теплый берег», возродившийся к юбилею Уфы, теперь одна из жемчужин башкирской столицы. Все изменения здесь происходили с учетом мнения жителей. Запущена совершенно территория была вокруг прекрасного озера с теплой водой, чистой водой. И вот мы сделали этот объект. Знаете, я вот шел там, 1000 людей высыпало. 1000 людей. И вот я просто шел, только головой кивал и благодарил, потому что все спасибо, спасибо, спасибо.
Вторую жизнь, и это не преувеличение, получила гимназия номер 115. Отныне в этом учреждении дети учат астрономию под звездным небом, под которым нашлось место и для сенсорной комнаты. С помощью кубосвода ученики могут на уроках физики, астрономии, географии, истории смотреть различные научные фильмы и также могут вести астрономические расчеты. Новый спортивный объект появился на Менделеева между горнолыжным комплексом «Акьорд» и ВДНХ «Экспо». В центре имени Ульфата Мустафина расположились бассейн, ледовая арена, тренажерные и игровой залы. Подобного комплекса в этой части Уфы как раз не хватало. Наверное, сейчас, когда мы очень сильно ограничены в своих возможностях выступать на международных стартах, на чемпионатах континентов, мира, Олимпийских игр, наверное, правильнее сейчас сделать что-то внутри страны. Новую жизнь обрели и культурные объекты. Театр кукол. Каждая его деталь теперь как страница сказки. Люстра в холле, рука кукловода, кафетерий создан по произведениям Пушкина. В миниатюре на площадке возвели копии Крымского замка «Ласточкино гнездо» и Московского храма Василия Блаженного. Здесь было все заросшим. Что будет? Здесь будут у нас ремесленники. Когда-то жизненно важная водонапорная башня была заброшена, вековую историю вспомнили и привели в порядок. Теперь строение светится, а вокруг появились прогулочная зона и национальные юрты. Не осталось в тени и колоннада на набережной. Точная копия Сухумской. Если в Абхазии это путь к морю, то у нас выход к реке Белой. Такие праздники проходят не чаще, чем раз в полвека и требуют больших финансовых вложений, чтобы город действительно выглядел как юбиляр. Все, что сделано сегодня, будут использовать и завтра, которое растянется на десятилетия и века. Юбилейный год останется не только в доброй памяти современников, но и в крепком фундаменте для потомков. Динара Таймасханова. Итоги года. Долгожданный центр фехтования, построенный не только из кирпичей, цемента и бетона. Артур, согласись, крепкий фундамент заложили башкирские мушкетеры, которые завоевали награды от республиканского до олимпийского уровня. Полностью согласен, Альфия. Новый комплекс вдохновляет на новые победы. Смотри, стены расписаны девизами олимпийских чемпионов. Анвар Ибрагимов, Риналь Ганеев, Тимур Сафин. В таких условиях только и остается, что побеждать. Благодаря упорству наших спортсменов в столице Башкортостана есть центр, и он уникален. Такого количества стационарных фехтовальных дорожек нет больше нигде в России. Как видишь, все работает. И это отметили во время церемонии открытия центра фехтования в дни проведения в Уфе международного форума «Россия – спортивная держава». И отсюда Владимир Путин дал старт работе новым спортобъектам из разных регионов, после чего принял участие в мероприятиях форума. О спортивном будущем страны, которая принимала здесь, в столице Башкортостана, президентом, расскажет наша коллега Юлия Паршина. Главный спортивный форум страны почти как Олимпиада. На золотом рейсе прилетели десятки легендарных спортсменов. Уфа еще никогда не встречала столько чемпионов. Президент страны Владимир Путин из Уфы в онлайн-формате принял участие в открытии спорткомплексов в разных регионах, среди которых был центр «Амфибия» в Нефтекамске. Для людей это будет очень удобно. Очень удобно. Ну и такой многофункциональный центр, безусловно, будет очень востребован. Вам спасибо и удачи. Дождались строительства в Уфе и центра фехтования. Олимпийская история башкирских мушкетеров началась еще в 1988 году. С тех пор славные традиции только возрастали, что стало серьезным поводом для возведения центра фехтования. Уже прошло первенство России, впереди сборы. Вообще, благодаря его появлению разгрузят залы в районах Уфы, и тогда смогут заниматься начинающие. Раньше им приходилось отказывать. Конечно же, все здесь пахнет новеньким, все очень красивое, очень достойное. Прям вот мы ждали, на самом деле, приезжая в Уфу, мы ждали открытия центра такого. Российские спортсмены облюбовали центр спортподготовки имени Римы Баталовой. Удобная логистика позволяет размещаться спортсменам в гостинице и тренироваться. Никуда выезжать не нужно. В дни международного форума здесь прошли состязания «Герои нашего времени». С его участниками также пообщался Владимир Путин.
для людей, которые не побоялись под пули идти, не может быть никаких препятствий. О российском спорте говорили уже в новом дворце борьбы на Совете при президенте. Международный форум «Россия – спортивная держава» – ключевое событие, в первую очередь потому, что именно на нем определяется вектор развития страны в этом направлении. Даже в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родители вынуждены тратить солидные суммы на экипировку детей и аренду площадок, оплачивать спортивные сборы и взносы за участие в соревнованиях, в том числе тех, где ребята получают спортивные разряды и звания. Я вам честно скажу, если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, вот так бы за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо. Спортивное будущее страны во многом зависит от инфраструктуры. По количеству объектов Башкортостан занимает 3-е место среди регионов России. С 2019 года здесь построили более 1400 центров и комплексов. В юбилейный для Уфы год свои двери открыли сразу несколько крупных объектов. Пока вот сейчас мы общались, я президенту доложил о тех задачах, которые мы решаем. Мы показали эти объекты. На мой взгляд, неплохие объекты на самом деле получились. И действительно, и президент об этом говорил. Самое главное, чтобы люди проходили. Особое внимание приковано ко дворцу борьбы – сооружению мирового уровня. Страна имеет очень хороших руководителей, очень хороших спортсменов, которые мотивируют детей и дальше продолжать заниматься. И смена поколений, уверена, будет здесь все лучше и лучше. Теперь в Уфе есть и свой гребной канал для водного слалома. Пришли в этот спорт 6 лет. У нас 4 мальчишек, и они все занимаются гребным слаломом. Это их жизнь, они обожают гребной слалом, они живут этим. Они все лето пропадают на сборах. Работать он будет круглый год, потому как вода в нем теплая за счет рядом стоящей ТЭЦ. Даже несмотря на минусовую температуру, спортсмены продолжают тренироваться. В этом главная прелесть и уникальность объекта. Вообще подобных спортсооружений для гребного слалома в мире порядка 20. Развитая спортивная инфраструктура – это возможность и проведения соревнований, и полноценного тренировочного процесса дома. Более того, спортивные объекты привлекают тренеров и спортсменов из других регионов и даже стран. Мы вот только что общались с Тимуром Сафиным, и он говорит: Семен, наконец-то я буду тренироваться дома. Я очень рад, я очень счастлив. Это дополнительный толчок для развития спорта и всей вот этой спортивной культуры в Республике Башкортостан. Сделать спорт более доступным и массовым. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. В Башкортостане продолжается строительство еще 12 крупных спортсооружений. В 2025 году начнут воздвигать Центр прогресса бокса с Академией тенниса. Так, прошедший международный форум задал новый вектор развития. И отправной точкой на новой странице спортивной истории стала Уфа, как столица спортивной державы. Юлия Паршина. Итоги года. Башкортостан – родина героев. Именно отсюда в годы Великой Отечественной на фронт уходила 112-я башкав-дивизия под командованием Минигалиши Шаймуратова. И сегодня вновь настало время героев, когда потомкам победителей опять нужно идти по тому же пути, освобождая Донбасс. В каждом бою наши земляки проявляют мужество и отвагу, порой жертвуя собой для спасения однополчан. Республика тем временем нарастила объемы гуманитарной помощи и увеличила меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей. О том, как это помогает приближать нашу общую победу, в репортаже нашего военного корреспондента Азата Садреева. Башкирские гуманитарные колонны узнаваемы не только в нашей республике, но и на Донбассе. С начала спецоперации по поручению Радия Хабирова караваны стали привозить братским регионам продукты питания, стройматериалы, воду, медикаменты. Когда за ленточку зашли именные добровольческие батальоны, а после и наши мобилизованные, гумконвои пополнились внедорожниками, антидроновыми ружьями, рациями, личными посылками от родных и земляков. Чтобы сохранить жизни ребят, в Башкортостане наладили собственное производство FPV-дронов, при помощи которых операторы БПЛА уничтожают блиндажи, пулеметные точки и бронетехнику противника. Такую поддержку своих высоко оценила замминистра обороны России Анна Цивилева. В пример были поставлены и более 40 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Все связанное с обеспечением
поддержка членов СВО, участников СВО, членов их семей для республики – это главный приоритет. Мы прямо так говорим, и под это заточена вся и управленческая команда, и практически вся жизнь нашей республики. Огромная работа ведется в Республике Башкортостан. Мы это видим, и непосредственно, наверное, даже вот эта ваша инициатива и поддержка Фонда защитники Отечества, то, что в нескольких сразу городах вы открыли офисы, пожалуй, наверное, это даже единственный опыт у нас. Ежемесячно порядка 500 ударных дронов с интеллектуальной системой республика передает своим батальонам и мотострелковому полку Башкортостан. Ради Хабиров во время рабочей поездки на Донбасс лично пообщался с операторами БПЛА, которые используют коптеры. Мощные уфимские моторчики позволяют поднять в небо снаряд весом до 3,5 килограммов и уничтожить цель в 10 километрах. Очень хорошая картинка. То есть практически до земли видно, то есть можно спокойно поразить вражескую либо блиндаж, либо так же самое бронетехнику, легкую технику противника. То есть грузоподъемность, маневренность довольно-таки очень хорошая у них. Танкисты наши выдвинулись на огневые позиции. Быстрые и маневренные не только башкирские дроны. Опытные танкисты батальона имени Сергея Зорина полка Башкортостан легко управляют многотонными Т-90, устраивая противнику карусель. Сразу несколько экипажей с закрытых огневых точек друг за другом бьют по опорнику противника, точно попадая в цель с 3 километров. Задача стоит командование, дают координаты цели, там без разницы какие пехоты, минометы, опорные пункты, как бы разные задачи бывают. Выполняем обычно с закрытых позиций стреляем. Но иногда бывает и приезжаем на лоб-лоб, как говорится. Орденом генерала Минигаля Шаймуратова награждается. Бойцы первого башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова продолжают с честью выполнять задачи на Бахмутском направлении Донецкой Народной Республики. Боевой путь повторяет маршрут легендарной 112-й башкавдивизии. Многие в строю с первого дня формирования подразделения. И то, что они служат в именном батальоне, имеет особое значение. Это большая честь для меня и моих родных и близких. У меня и сын воюет здесь тоже с 22-го года, только в другом батальоне, не в нашем. Надеюсь, то, что скоро завершится это все, победим и домой приедем. Еще одному шаймуратовцу с позывным «Африка» за мужество при защите Донбасса от неонацистов указом главы ДНР Дениса Пушилина присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики. Вторая золотая звезда появилась и в полку Башкортостан. Указом президента Владимира Путина звание Героя России удостоен Ильдар Суфияров, позывной «Хасан». К сожалению, посмертно. При выполнении боевой задачи группа под его командованием несколько часов удерживала позиции. Отражая жестокие атаки врага, старший лейтенант Суфияров остался один, прикрывая сослуживцев. Не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой себя и 3 солдат ВСУ. Этому не учат в школе. Это не прописано ни в каком уставе. Это исключительно личное качество человека. Вот это, на мой взгляд, так. И он своим поступком, то, что он прикрыл своих солдат, дал отойти ребятам, то, что раненый не захотел сдаваться, это действительно мотивирует. И этим мы должны в школах мы должны это преподавать. Дело Хасана продолжают его однополчане, каждый день обрушивая на головы неонацистов шквал огня. Реактивная артиллерийская батарея имени Алексея Сухорукова оказывает мощную огневую поддержку нашим штурмовым подразделениям на Краснолиманском направлении Луганской Народной Республики. У реактивщиков мотострелкового полка Башкортостан порядка 30 огневых позиций. Каждый раз они меняют свою локацию во время боя. Чтобы избежать возможности обнаружения вражескими FPV-дронами.
Единым фронтом выступает вся республика, которая ежедневно поддерживает своих земляков. Глава Башкортостана лично посещает наших ребят на Донбассе, порой встречаясь с ними в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Разговоры без официоза, на равных. Каждый может обратиться к Радию Хабирову напрямую, и ни одна просьба или пожелание не остаются без ответа. Разумеется, каждый свой приезд я привожу награды Государственной Республики, потому что они все герои для нас, и мы их награждаем, им это очень приятно, они ценят это все. Сегодня вот поинтересовался, как семьи. Все, слава богу, вот с кем, по крайней мере, я говорил, мне важно еще понимать, все ли хорошо дома у них, потому что пока не воюют, значит, мы должны здесь с ними быть, с их семьями и заботиться о них. Переживаем, конечно. Мы все переживаем за них. Такая забота республики придает сил, говорят бойцы. Даже вдали от дома они чувствуют тепло своей малой родины. 2025 год в Башкортостане объявлен годом поддержки участников СВО и членов их семей. Азат Садреев. Итоги года. Это каркас трехтонного бегемотика. Так ласково свою установку называют в инжиниринговой компании. Оборудование, которое разделяет нефть от воды и газа, полностью спроектировано и собирается на башкирском предприятии. Ну а третий по счету цех по производству таких бегемотиков открыли в уходящем году. Из-за санкций работы здесь только прибавилось. Специалистам Интека удалось полностью заместить импортные детали. Набирает обороты и экономика Башкортостана. Регион первый в России по числу промышленных кластеров. Лидирует Башкортостан в рейтинге эффективности промышленной политики. Республика улучшила показатели и по состоянию инвестиционного климата, войдя в тройку лидеров по версии Агентства стратегических инициатив. Как развивалась экономика Башкортостана в 2024 году, расскажет Полина Затолокина. В рейтинге побеждает Республика Башкортостан. В федеральном рейтинге эффективности промышленной политики по оценке полусотни разных показателей Башкортостан на первом месте, обойдя Москву и Московскую область. Это хорошая работа промышленности, обрабатывающей промышленности. У нас очень неплохие макроэкономические показатели, а это важнейший элемент, в общем-то, интегрального рейтинга. Но самое главное, наверное, то, что, вы знаете, республика все эти годы очень активно пользуется всеми теми мерами поддержки, которые генерируются в недрах Министерства промышленности России и правительства России. То, что раньше можно было приобрести только за рубежом, теперь делают на первом в России специализированном заводе. Серийный выпуск электродвигателей для беспилотников республика представила в Екатеринбурге на главной промышленной выставке. Премьер-министры России и Беларуси высоко оценили Башкортостан как центр развития инноваций. Вот если все так работали, как в Башкортостане, уже коммунизм наступил еще при нашей жизни. 2024 год только укрепил экономические связи двух республик. Совместная сборка троллейбусов, расширение выпускаемой линейки и модернизация рельсового электротранспорта. На форуме «Беларусь-Башкортостан» подписали около 100 соглашений. Новые проекты зафиксировали в дорожной карте. Это сочлененная машина и машина нового модельного ряда для МАЗа 303 кузов, называемый. Соответственно, мы надеемся в этом году получить и тот, и другой кузов для создания опытных моделей, которые должны быть потом сертификацию, всякие испытания, после чего выходят на российский рынок. Аналогичный документ связывает республику с Узбекистаном. Делегации сразу нескольких областей посетили Башкортостан в течение года. Как итог, соглашение о запуске совместного технопарка в городе Нуравшан в конце 2025-го, а также проекты в образовании, в культурной и гуманитарной сферах. А это новый житель башкирского Зауфимья, любимец бегемотик. Трехтонная сепарационная установка очищает нефть от воды и газа качественнее, чем ее зарубежные аналоги. Благодаря санкциям научились собирать исключительно своими силами. Это полностью наша разработка. Мы ее провели от начала до конца. Сами закупили материал. Весь материал мы закупили в Башкирии. То есть всего небольшая часть закуплена по России. Мы стараемся консолидировать все именно в нашей башкирской столице и организовать это производство здесь для того, чтобы это был башкирский продукт. Если бегемотика отправляют в основном нефтяникам на север, то из Благовещенска товары отсылают по всей стране.
Оптово-распределительный центр «Озон» – еще один из долгожданных запусков 2024 года. Масштабы комплекса как снаружи, так и внутри впечатляют. И это только 2 блока. Третий запустят в январе. Площадь этого объекта 93 тысячи квадратных метров, и каждый из них эффективно используется. Взять, например, мезонин. Товар хранится на 5 этажах. В период новогодних праздников нагрузка возрастает вдвое, но предприятие не просто справляется с ней, но и способно обработать втрое больше заказов. Крупнейший логистический комплекс компании в Приволжье не зря расположен в Благовещенске. Это одна из 5 территорий опережающего развития. Ее резиденты получают льготы. Город – возможность улучшить социальную инфраструктуру и качество жизни людей. Растет инвестиционная привлекательность региона. Я вот завтра домой прилечу, и меня жители окружат и спросят, вот как рейтинг, что поставили. Я скажу, 3 поставили. Так, на Петербургском международном экономическом форуме стало известно, что Башкортостан впервые занял 3-е место среди регионов России в рейтинге «Инвестклимата». Мы абсолютно убеждены и верим, что этот мир очень-очень многообразен. И в нем очень много талантливых, ярких, сильных народов и государств, которые вносят свой существенный вклад как в мировую экономику, так и в человеческий прогресс. Именно поэтому Башкортостан активно, подчеркиваю, занимается внешнеэкономической деятельностью. И радушно принимает партнеров у себя на крупных международных мероприятиях. Если инвест Сабантуй в Зауралье уже традиционный, то форум «Россия-Казахстан», неделя бизнеса и Ялтинский форум стали неординарными событиями. На форуме «Россия-Казахстан» гостей приветствовали в онлайн-формате главы государств. Региональные связи имеют действительно важное значение. По сути, являются фундаментом для поступательного, устойчивого развития всего комплекса наших двусторонних отношений. И вполне логично, что в последнее время российско-казахстанские форумы регионов проводятся одновременно с визитами на высшем уровне. Символично, что форум проходит в Уфе, уникальном городе с динамично развивающейся экономикой и богатым культурным наследием. На Ялтинский форум прибыли делегаты из 90 стран мира. За один день представители власти и бизнеса подписали 9 соглашений о сотрудничестве. Пристальное внимание и Башкортостана к международным связям и отдельно выстраиванию помощи, в том числе взаимодействие с Ялтинским форумом, и, соответственно, взаимодействие с Крымом. И именно здесь можно сверить часы и понять, в каком направлении двигается как сам регион, так и другие страны. Товарооборот с Беларусью, Узбекистаном, Казахстаном, КНР формирует почти половину внешней торговли республики. В условиях санкционного давления это взаимодействие усилилось. Теперь речь идет уже о глубокой промышленной кооперации. Башкортостан уверенно двигается дальше к выполнению задачи, поставленной президентом России – обеспечить технологический суверенитет страны. Полина Затолокина. Итоги года. А вот на этом объекте засверкал не то что свет в конце тоннеля, но и многочисленных автомобильных фар. Знаешь, а ведь даже не верилось, что можно будет вот так проехать по знаменитому восточному выезду. Вот уж действительно, проект, который начали строить в начале 90-х, имел все риски остаться в числе несбывшихся мечтаний. Лишь 4 года назад его вновь реанимировали благодаря главе республики. 14 километров проезжей части, которые соединяют столицу с трассой М5. Ну а в перспективе здесь появится сквозной проезд и на М7. И ведь, как это часто бывает, многие говорили, мол, никому эта дорога не нужна, платная. Но теперь, по прошествии почти года, можно сказать, что восточный выезд не раз спасал уфимцев во время перекрытия и ремонта других путепроводов, того же Шакшинского моста или Южных ворот. О том, что делается в регионе для безопасности и комфорта на дорогах, расскажет Руслан Батыргариев. Март 2024-го. Историческое не только для Уфы, но и всей республики событие. Инфраструктурный проект, начатый более 30 лет назад, наконец реализован. Для нас всех это особенный день. Мы сегодня с вами даем запуск транспорту на одном из самых долгих объектов, которые мы всей республикой строили. Это один из самых дорогих инфраструктурных объектов за последние десятилетия.
Чуть больше 40 миллиардов рублей стоимость восточного выезда. Самым сложным участком на объекте, безусловно, является подземный тоннель. Глубиной залегания 63 метра. Чтобы попасть на федеральную трассу М5, автолюбители проезжают 1 километр 223 метра под землей, далее по мостовому переходу с эстакадой через реку Уфу. Еще 10 километров пути по скоростной магистрали. Это первая в республике платная дорога. С момента открытия по ней проехали свыше 3,5 миллионов машин. В будущем, когда все-таки в городе будет реализован проект в полной мере восточного выезда, мы соединим данную дорогу с направлением М7, и у нас транспортный поток может транзитом проходить через Уфу, минуя длительные объезды, при этом сокращая порядка 50 километров объездной дороги. Серьезно разгрузить автомобильный поток на въезде в Уфу должны южные ворота. Реализация проекта продолжается. Этой осенью запустили движение по улице Рыленко и транспортной развязке на пересечении с Пугачева. Дорогу и путепровод построили с нуля. Мы уже наглядно видим, что это направление, оно разгрузилось. То есть, это, по сути дела, второй проспект Салавата Юлаева. По количеству полос движения вы видите, да? 4 полосы наверх, 3 вниз у нас получается с переходом скоростными полосами. Этого события с нетерпением ждали в первую очередь жители северной части города. Под самый занавес 2024 года в Уфе заработал Шакшинский мост. После капитального ремонта переправы движение запустили по всем 4 полосам. Это техническое открытие. Полностью объект сдадут после монтажа освещения и ливневой канализации. Главное, что на движение это никак не влияет. Разрешите открыть движение по дорогам? Разрешаю. Первый участок трассы М12 на территории Башкортостана открыт. 65 километров скоростной дороги на северо-западе региона проходит в обход 5 населенных пунктов. Работы за 2 года были проведены колоссальные. Об этом твердят цифры. Строители уложили порядка 1 миллиона тонн асфальтобетона, возвели 6 развязок, 9 путепроводов и 2 моста. Эта дорога очень важная. Это трасса. Дорога всегда порождает бизнес, комфорт для людей. Туристическая, открывает регионы. По 6 сельским нашим муниципальным районам пройдет дорога М12 до Екатеринбурга. В 1,5 раза будет короче добраться на автомобильном транспорте до Москвы. От границы с Татарстаном и практически до Дюртюлей движение запущено. Дальше дорога пойдет на Ачит. Это еще 140 километров магистрали М12 «Восток» по территории Башкортостана, которую должны сдать в 2025 году. Самый сложный и уникальный объект на участке автотрассы М12, который проходит по территории Республики Башкортостан, мост через Белую в районе села Вострецово. Применяемые здесь технологии до этого использовали в стране всего лишь пару раз. Технологии скользящие опалубки при устройстве опор и уравновешенное бетонирование при возведении пролетного строения позволили серьезно сократить сроки возведения моста. Он словно парит в воздухе, так и строили на весу, без применения дополнительных вспомогательных конструкций. Мост через реку Белая, у нас протяженность 812 метров, ширина 25 метров пролетного строения. Устроены 4 полосы для движения, 2 полосы у нас идут в сторону Екатеринбурга и 2 полосы идут в сторону Москвы. Наряду со строительством башкирского участка транспортного коридора Москва-Екатеринбург в республике продолжают работы по расширению федеральных трасс М5 и М7. Еще одно важное решение в текущем году было принято касаемо автодороги Р-240 от Стерлитамака и до Салавата. Ее в рамках капремонта доведут до 4 полос. Вместе с этим активно модернизируют в республике проезды регионального значения. Буквально в декабре запустили жизненно важный участок дороги Бирск-Тасту-Басадка на отрезке от села Караидель. Проект сложный. Сама территория, на которой строилась дорога, тоже очень непростая и сложная. Там были и взрывные работы, и отсыпка. Но на сегодняшний день мы сдали 40 километров, ввели в эксплуатацию. Общая протяженность асфальтированной трассы теперь превышает 250 километров. Дорога Бирск-Тасту-Басадка – это альтернативный транспортный коридор из центра республики на северо-восток. По М5, конечно, короче, но не всегда быстрее. Особенно зимой, когда на федеральной трассе выстраиваются пробки из большегрузов. Раньше, когда вот эти дороги не было, для того, чтобы доехать до Челябинской области, Свердловской области, до Ноябрьска, необходимо было отсюда проехать через Уфу. Такой круг не нужно и попасть на М5. Очень удобная сегодня, необходимая дорога.
Пусть не такие оживленные, как федеральные и региональные трассы, но тоже очень нужные для людей. Самые проблемные участки межмуниципального и местного значения, подолгу не видавшие обновления в республике, приводят в порядок в рамках программы «Фонящих дорог». Так в этом году отремонтировали 13,5 километров проезжей части Иглино-Кальтовка. Значит, более 10 лет она фонила, очень фонила. У нас 13 населенных пунктов и более 1500 проживающих. Это зимой, а летом более 1500 приезжают дачников. Все тут живут, дети, бабушки. За 2 года реализации программы «Фонящих дорог» в Башкортостане отремонтировали 230 километров проезжей части. В 2025-м эта работа продолжится, отметил во время своего ежегодного послания Госсобранию Республики Ради Хабиров. Глава региона также попросил обеспечить ежегодное увеличение фонда «Фонящих дорог» на 1 миллиард рублей. Руслан Батыргареев. Итоги года. С февраля 2024 года путь к оздоровлению детей окрашен яркими красками. И все благодаря построенному в Уфе детскому центру онкологии и гематологии, в холле которого мы сейчас находимся. Самое главное, Альфия, теперь не нужно ездить в Москву или Санкт-Петербург, чтобы получить какие-либо виды лечения или произвести пересадку костного мозга. Отныне у нас здесь в Уфе есть уникальное криохранилище для жизненно важных клеток организма. Еще несколько лет назад о таком и не мечтали. Так хочется верить в чудо, глядя на рисунки детей, у которых еще не было шанса на выздоровление, а теперь он появился. И этот колокольчик своего рода символ новой жизни. В него при выписке звонят маленькие пациенты и благодарят каждого, кто помог преодолеть недуг. Наша коллега встретилась с первой пациенткой, которой пересадили костный мозг в новом онкоцентре. О достижениях башкирской медицины в 2024 году в материале Алии Ильтубаевой. Дорогой Дед Мороз, я хотела бы попросить тебя здоровья, самое главное, всем, кто тут лежит. Крепкое здоровье – главное пожелание Алисы каждому в наступающем году. В свои 10 она знает ему цену. Больничные стены на долгое время стали вторым домом, а на сложные процедуры приходилось ездить в Москву. Теперь многие из них доступны здесь, в Уфе. Алиса – первая пациентка, которой сделали трансплантацию костного мозга в новом детском онкоцентре. Я люблю рисовать, лепить, люблю конный спорт. Мы с мамой договорились, когда мне будет 13-14 лет, я пойду на конный спорт. Смотришь на ребенка, просыпается с улыбкой, она очень сильная. Я, наверное, глядя на нее, не опускаю руки и вот. Пересадка костного мозга в пределах республики – то, о чем еще несколько лет назад можно было лишь мечтать. Старт работе Центра детской онкологии и гематологии при РДКБ дал президент России Владимир Путин. Объект возводимость 2021-го сдали раньше на год. К сожалению, дети болеют, и порой болеют очень тяжело. Поэтому мы хотели, чтобы у нас в Башкортостане были самые лучшие условия и для лечения, и для комфортного нахождения. Что касается здоровья детей, это святая обязанность. Поэтому будем работать в этом направлении и дальше, безусловно. А то, что у вас смертность стала ниже среднероссийской, это хороший показатель. Так что я вас поздравляю с этим. В центре дети проходят химиотерапию и трансплантацию стволовых клеток, а в обновленных лабораториях специалисты проводят сложнейшие исследования. Лечение гораздо уже легче переносится, чем то, что вот те опции, которые существовали раньше. Для нас важно видеть, что мама рада, что ребенок рад, что можно сказать им наконец-то, что вы можете привыкать к нормальной жизни. Главным прорывом стало появление собственного криохранилища, единственного в республике. Теперь клеточные продукты можно отложить и использовать в случае, если нужна срочная операция. Одна такая кассета со стволовыми клетками обеспечивает проведение одной трансплантации. Все они расположены в криохранилище, в котором находится 256 таких кассет, изготовленные из нержавеющей стали, что обеспечивает безопасность, которая превыше всего. Молодец. Давай, занимайся. Давай, раз. Два. Давай. Каждое движение, каждое слово – маленький шаг к большой победе, путь, который начинают в новом детском реабилитационном комплексе «Салют». Этой осенью появился объект, не имеющий аналогов по стране. Ежедневно под одной крышей 600 малышей проходят реабилитацию, учатся и получают коррекционную поддержку. Так и 9-летний Рамзан. Вместе с мамой он приехал в центр с надеждой найти речь.
Специалисты очень хорошие. Особенно нашему ребенку нравится кабинет ЛФК, где он вообще туда аж бежит. Вообще прям фантастическое что-то для наших вот таких детей. Это вообще супер. Особый подход нужен. Индивидуально стараемся учитывать все особенности детей. Более тонкий мир у них. Они не играли во дворе, не коммуницировали с другими детьми. Этим способом мы сейчас им восполняем вот того, что у них не было. Изменения в системе здравоохранения ощутили жители сел и деревень. Измерить давление, сделать прививку, получить консультацию. За первичной медпомощью уже не нужно ехать в райцентр. В амбулатории села Русский Юрмаш принимают 4 специалиста. Есть и дневной стационар на 2 места. А если возникает вопрос, то фельдшер может проконсультироваться с коллегами онлайн. Оборудование новое и современное, комфортно в таких условиях и пациентам, и медикам. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на селе решается и кадровый вопрос. Раньше у нас ФАП был старый, маленький и не такой благоустроенный, а сейчас очень большой, светлый, много кабинетов. Теперь врачей будет больше здесь. Работать в таких условиях очень комфортно, светлые помещения, будет своя аптека. Порой именно здесь можно решить наболевший вопрос. Первичное звено системы здравоохранения – крепкий фундамент. Только в этом году в 54 муниципалитетах республики открылись 135 ФАПов, амбулаторий, офисов врачей общей практики и участковая больница. На этом фоне Уфа была долгое время обделена вниманием, но Ради Хабиров принял судьбоносное решение о модернизации столичных поликлиник, которые в этом году начали воплощать в жизнь. Вот мальчишка. Сколько, который у вас уже? Видите? Молодец. Вот сейчас вы пришли просто на текущее обследование или что? Планы обследования посмотреть. Молодцы. Больше года назад сдали современную поликлинику в микрорайоне Затон. Потом обновили детский противотуберкулезный диспансер, 5-ю детскую поликлинику. Во многих провели капремонт. Исправно вот уже 1,5 года работает и Уфимский хоспис. Единственный в стране построенный с нуля центр паллиативной помощи. В уходящем 2024-м он стал домом для жизни для десятка подопечных. Здравствуйте, здравствуйте! С Новым годом вас пришли поздравить! Жизнь обретает новый смысл, когда ты здоров. В этом убедилась и Эмилия Хабибулина, которая благодаря башкирским специалистам переборола болезнь и с чистого листа начинает новый 2025. Алия Эльтубаева. Итоги года. Представляешь, Артур, прямо сейчас я вижу зарождение новой жизни. Клетка уже начала деление, и в скором времени она вырастет в эмбрион, который в будущем превратится в настоящую корову с высокими надоями. Да, в этой лаборатории ученые занимаются генотипированием и репродукцией высокоценных пород сельскохозяйственных животных. Перед ними стоит несколько задач. Это снижение зависимости от зарубежной селекции и повышение продуктивности. Это важно, поскольку в регионе растет поголовье скота. К тому же мы начали строить самую большую молочную ферму в Приволжье. И если мы говорим об успехах, то напомню, что 2024 стал годом сверхурожая сахарной свеклы. Более 2,5 миллионов тонн. Больше обычного наши аграрии собрали и масличных культур. А вот новым рекордом по зерновым помешали проливные дожди, которые шли почти 2 месяца. Тем не менее, труженики полей собрали достойный урожай. Наш коллега Эмиль Басареев подробно расскажет, каким уходящий год был для сельского хозяйства и о планах по дальнейшему развитию. Масштабная стройка в Стерлитамакском районе. Нет, это растет не новый поселок. Такого размера будет молочная ферма, самая большая в Приволжье. Более 6 миллиардов рублей инвестиций. Возводятся гостиница для сотрудников и 2 десятка зданий для животных и хранения кормов. Доильная карусель уже установлена и рассчитана на 90 буренок. В сутки ферма будет давать порядка 140 тонн молока. Старт работы уже весной следующего года. Первый этап – это молочное стадо, 4200 фуражного и 3500 дойного. И второй этап – это молодняк. Всего будет до 10 тысяч голов. От этого получаем концентрацию производства, то есть возможность привлечения высококвалифицированных специалистов, создания высокопроизводительных рабочих мест.
Вот, то есть, просто говоря, для людей должно быть здесь работать привлекательно. Этот год стал настоящим бумом для сахарной свеклы. Ее урожайность в республике превысила 2,5 миллиона тонн. Объем настолько большой, что сахарным заводам придется работать как минимум до марта. Но если мы ее будем перерабатывать вовремя и в полном объеме, скажем так, сложности, я думаю, не будет. Поэтому мы настроены на длительный сезон. В 2024-м на 30% больше, чем годом ранее, аграрии намолотили семян масличных культур. Подсолнечник, соя, лен. А вот башкирское рапсовое масло пользуется большим спросом у зарубежных покупателей. В частности, в Аскинском районе завод отгрузил за границу свою первую партию этого продукта. Более 220 тонн уехали в Китай. Сельхозпроизводители республики открывают и новые рынки сбыта. Наше молочное предприятие на рынок Сербии поставило более 150 тонн сыра. Это у нас рынок открыт впервые в этом году. Также у нас в этом году открылся рынок на страны Африки. Это Бенин, Конго и Гвинея. В этом году в Башкортостане половину лета шли дожди, которые принесли неприятные сюрпризы для зерновых. Из-за обилия влаги и гибели урожая был введен режим ЧС. Но тем не менее, хлеборобы убрали более 3 миллионов 200 тысяч тонн пшеницы, ячменя, ржи и других культур. Компенсацию за ущерб получили те, кто страховал поля. Хозяйства намерены скорректировать стратегию будущей посевной кампании. В этом году вот пшеница у нас потенциал был, пшеница выросла, но сложность была в том, что вся пшеница она полегла. Поэтому на будущий год мы будем уже ориентироваться на низкорослые сорта, чтобы меньше терять урожай во время уборки. В региональном Минсельхозе планируют развивать свою систему погодного мониторинга, чтобы заранее прогнозировать неблагоприятные для посевов атмосферные явления. Мы сегодня с Минсельхозом России общаемся на тему создания сети метеостанций. Значит, сегодня это процесс обсуждения, когда государство вложит это подведомственным предприятиям Минсельхоза России на определенные метеостанции, а наша компания уже будет тоже, значит, в эту систему входить. Это такая достаточно сложная работа, но к этому мы придем. Работу над повышением урожайности сельхозкультуры, а главное стойкости к болезням, ведут ученые Башкирского аграрного университета. 2 сорта гороха уже готовы к государственным испытаниям, а устойчивый к погодным колебаниям сорт гречихи Вероника сейчас получает патент. На статус нового сорта претендуют сразу несколько линий пшеницы. Пока у нас ярко выделена линия вот L09-18. Сорт Сара завершил государственное сортоиспытание, и мы рекомендованы на получение патента. То есть нас радует. Это озимая мягкая пшеница. Лана вот у нас мягкая озимая пшеница. Она на стадии рассмотрения. Это пшеница 1-2 класса, что так необходимо жизни нам сейчас. Помимо зерновых и зернобобовых, ученые аграрного университета работают и над выведением новых сортов картофеля. Вот, к примеру, Бирский, Елена, Ириндык, РВЛ и Агата НС. Каждый из них имеет определенные полезно-хозяйственные свойства. Речь про урожайность, уровень содержания крахмала, длительное сохранение при хранении клубней и вкусовые качества. Все они созданы по заказам индустриальных партнеров университета. Один из последних – Ириндык. Его с этого года могут приобрести и садоводы. К слову, картофель в народе называют вторым хлебом. Не каждый сорт из-за дождей дал хороший урожай. Но земляное яблоко с прилавков не исчезнет. В регионе собрали более 480 тысяч тонн картофеля. К примеру, в хозяйстве «Рассвет» урожайность достигала 300 центнеров с гектара. Средняя урожайность в этом году повыше. Некоторые сорта, конечно, не выдержали такой сильной увлажненности. Но в основном, если технологии соблюдали, то храниться будет. Сельское хозяйство – это в первую очередь люди, труженики, и для них создаются все условия. В том числе решается и вопрос с жильем. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» более 80 семей в этом году получили ключи от своих квадратных метров. И многие из них уже переехали и встречают этот Новый год в новом доме. Эмиль Басареев. Итоги года. В мультимедийном театре можно увидеть падение артиста Федора Шаляпина во время его дебютного выступления на уфимской сцене. А здесь легендарный бас виртуозно гримируется перед выходом на сцену. Шаляпин всегда это делал только сам, никому не доверяя. Открытый в уходящем году музей в восстановленном особняке купцов Соловьевых на улице Свердлова воссоздает культурную атмосферу Уфы конца XIX века. Здесь и сейчас проводятся музыкальные салоны.
Впрочем, и в наше время жизнь республики в этом направлении очень насыщенная. Согласен полностью. Радует, что в Башкортостане есть на что посмотреть. Я сейчас не про природу, а про искусство. Анастасия Ильчебаева продолжит тему. Исполнителей в этот вечер было больше, чем людей, находившихся на сцене. Песню «Урал-Байлагы» пел весь многотысячный зал. Это та композиция, про которую можно сказать классика башкирского рока. Участники легендарной группы «Дервиш Хан» в 89-м стали первопроходцами. И вот спустя 35 лет они все так же живут в сердцах слушателей. А дело продолжает уже новый состав вместе с еще десятком рок-групп со всей республики. Многие представители рок-групп – это работящие люди, это не представители конкретной эстрады, а именно работящие люди. Они с 9 утра до 6 вечера работают в цехах, там, на заводах, а вечерами собираются и делают башкирский рок. Рок-фестиваль «Дервиш Рухы» собрал более 2500 зрителей. Вместе с артистами они радовались, плакали, вспоминали. Они пришли по зову сердца, это самое главное. И, конечно же, мы договорились, что будем продолжать, сделаем традицию, будем проводить данный фестиваль ежегодно. А эту музыкальную историю ждали давно. Ансамбль кураистов сыграл свой первый большой концерт. История Курая проходит лейтмотивом выступления от древних времен до наших дней. Звучат монологи выдающихся музыкантов. Концерт как новая точка отсчета. Я сегодня вечером подпишу указ главы Республики Башкортостан об объявлении 10 октября Днем Курая. На последней композиции первого концерта зрители уже не усидят на месте и будут аплодисментами отбивать такт. Букетов и оваций хватит на всех 23 героев вечера. Такой вот ансамбль, государственный ансамбль профессиональных кураистов. Это вообще... Я свои чувства только я сам знаю, как я рад этому. Но самые важные гости, наверное, те, кого даже не было в тот вечер, видно из-за спин кресел. В зале десятки детей. И этот концерт в том числе, чтобы услышать эти слова. Такие, они мощно играют, они хорошие вообще. И такого вообще в жизни, в мире нету. Догадаться, что за история разворачивается на сцене, можно, просто сосчитав балерин. Легенда «7 девушек» знакома с детства многим, но такого воплощения не видел еще никто. Национальный балет. И хореография стала выражением аутентичности народа. Получился симбиоз академического и национального башкирского танца. Если спросить там по всей России, по всему миру, да, что известно о нашем театре, в первую очередь скажут о том, что в нашем театре есть спектакль «Журавлиная песнь», который увидел Рудольф Нуриев и решил стать великим танцовщиком. И хотелось бы, чтобы как бы так было и в дальнейшем, чтобы мы могли предоставить зрителю что-то свое уникальное. А ведь Башкортостан стал началом еще для одного таланта. У Федора Шаляпина в Уфе многое было впервые. Личная фотокарточка, поездка на поезде, дебют на сцене, именно афиши. Об этом он всегда упоминал. Это во всех произведениях, тогда издававших «Сквозит», и в журналах, которые у нас представлены в музее. Мы специально организовали их все вместе, чтобы люди знали, что путь начался отсюда. Мы к этому шли очень долго. Десятилетия. Мы шли к этому музею, собирали экспонаты, готовили концепцию. В Музее музыки имени Федора Шаляпина удалось продемонстрировать весь жизненный путь артиста. В коллекции более 900 уникальных экспонатов, большая часть которых датируется 19 веком, началом 20-го. Чем удивляет Музей музыки имени Федора Шаляпина? Здесь современными технологиями рассказывают о прошлом. Вот, к примеру, ретроспектива дома Чувильдиных, где как раз мы и находимся. Одно мгновение, и мы уже переносимся в комнату с убранством XIX века. А это первое выступление Федора Шаляпина. Уфимская сцена, аплодисменты. Но в какой-то момент хорист решает подшутить над певцом и переставляет стул. Федор Шаляпин падает. Этот момент очень сильно расстроит артиста, но научит на всю жизнь никогда не терять бдительность на сцене.
Прекрасно мы занимаемся, прям охотой прям сюда прийти. Мы быстрее тянемся сюда, да, ведь, девочки? И девочки, и мальчики во Мраково и вправду очень ждали этого момента. Ведь где сосредоточена вся культурная жизнь села? В ДК. Танцоры после обновления свой зал уже не узнали, а третий этаж был реконструирован полностью. Обновилась крыша здания, коммуникации, отопление, санузлы. В зрительном зале теперь есть большой светодиодный экран. Модернизирована студия звукозаписи. Всего в республике в этом году обновились 18 объектов культуры. С большим удовольствием начали приходить на все мероприятия, посещать концерты, спектакли. Шахерезада Степановна, я готова. Тахер, Махер, Шухер. А на спектакле легендарного театра кукол имени Сергея Образцова в зале находились только дети. Несмотря на то, что большинство были взрослые, просто в каждом проснулся внутренний ребенок. Благодаря реконструкции Уфимского театра кукол на гастроли в Уфу приехали сотни деревянных артистов. С легендарным спектаклем «Необыкновенный концерт». Он занесен в книгу рекордов Гиннесса как постановка, которую посмотрело самое большое число зрителей в мире. Впечатления фантастические, правда. Мне кажется, вам удалось театр сделать сказкой. И мы все очень внимательно следили за ходом стройки и ждали, ну когда же это все. В уходящем году в Башкортостане побывали ведущие театры и легендарные выставки страны. Самые длинные очереди были в музее Нестерова. Всего 40 тысяч человек пришли посмотреть на картины великих художников из Третьяковской галереи. И уже традиционно яркой вехой стал фестиваль «Китап-Байрам». И неудивительно, что регион, в котором так любят читать. На праздник книги пришли около 174 тысяч человек, получил звание «Литературный флагман России». Но пора перевернуть страницу и начать писать новую главу 2025 года. Сюжет обещает быть не менее захватывающим. Анастасия Ильчебаева. Итоги года. Альфия, ты знаешь, что это за меч? Меч короля Артура? Ну, не совсем. Это копия клинка одного из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда. По сути, уникальная реликвия. Такая же, как и эта древнейшая копия Корана Османа, датированная VII веком. Эти экспонаты хранятся в визит-центре будущего музея кочевых цивилизаций. Он открылся в уходящем году в Чишминском районе. Именно здесь в Средневековье проходили торговые пути из Волжской Булгарии в Среднюю Азию и Сибирь. Одно из свидетельств тому – мавзолей Турахана, памятник времен Золотой Орды, который, как магнит, притягивает туристов. И таких точек притяжения в Башкортостане становится все больше. За последние годы регион действительно открывается по-новому. Наш коллега Даниил Байков отправился в турне по республике. Всего в 2 часах езды от Уфы. Именно за такое время любой желающий сможет доехать до знаменитого Шихана Таратау. На его территории в 2024 году открылся одноименный этнокомплекс. Это уже следы первого человека на горе. Это осколок керамики с горы Таратау. 2-е тысячелетие до нашей эры. Каждого путешественника с теплотой и гостеприимством встречает гид Зухра Искандарова. Она рассказывает туристам о предметах народного быта, вооружении охотников, национальных костюмах представителей крупнейшего рода Юрматы. Чтобы люди поняли, что это не просто гора, что это священное место, что здесь очень уникальная геология. Это все взаимосвязано с историей Республики Башкортостан, с историей России. Летом мы сюда приедем, мы попросим разрешения подняться на гору, и только на горе мы загадаем желание. Проникнуться атмосферой еще больше можно, переночевав в отапливаемых юртах с видом на Шихан. Для туристов в них оборудовали спальные места, кухни, душевые комнаты, санузлом. И они больше, наверное, служат таким примером для остальных предпринимателей нашей территории. Территория геопарка активно осваивается местными предпринимателями. Резиденты, которых более 60, строят мини-отели и предлагают путешественникам различные услуги. К примеру, посетить пасеку и зоопарк. Подышать свежим и полезным воздухом, исходящим от пчел в апидомиках летом и не только. Ее зовут Биеген, в переводе «танцующая». Кроме конных прогулок с туристами, ее работники хозяйства привлекают и для патрулирования территории, чтобы следить за порядком и никто не вредил окружающей среде. Башкортостан – один из самых популярных регионов страны среди туристов. В 2024-м республику посетили более 1,5 миллиона человек. Появились новые точки притяжения. К примеру, визит-центр Турахана в Чишминском районе. В
В здании разместили уникальные экспонаты. Древнейшая копия Корана Османа и меч халифа Умара ибн Аль-Хаттаба. Отсюда же открывается вид главной достопримечательности – сохранившегося мавзолея золотоордынской эпохи. Благодаря эко-тропе длиной 620 метров он стал доступнее для туристов. Конечно, краше становится, открывают новые центры, дороги хорошие стали. Ну и природа у нас такая красивая, чистая. С момента открытия объекта его посетили свыше 80 тысяч человек. При этом работы, инициированные главой Башкортостана, здесь не останавливаются. Визит-центр стал отправной точкой строительства крупнейшего музея кочевых цивилизаций, центра башкирской лошади и спа-санатория «Кочевник». Огромный интерес к территории проявляют и ученые. Основная задача была сохранить вот этот ландшафт того места, где находится мавзолей Турахана. Сам музей будет очень большой, 20 тысяч квадратных метров, потому что это очень сакральное, очень значимое место для нашей республики. Такое же сакральное место есть и на северо-востоке республики. Летом 2024-го открылся комплекс Салауат-Йере на малой родине национального героя республики. Достопримечательность увидели свыше 35 тысяч человек. Подобных объектов в регионе будет еще больше. Активно строятся и глэмпинги. Более 80 круглогодичных домов отдыха появились в 2024-м в разных частях Башкортостана. На кемпинге мы до 4 миллионов возмещали для одного проекта, на туроборудование до 2 миллионов, то есть 2 миллиона это максимум. А по глэмпингам на создание одного номера федеральным бюджетом было возмещено 1,5 миллиона рублей. Это очень хорошая субсидия. Набирает обороты и региональная программа «Башкирское долголетие». 20 тысяч представителей старшего поколения воспользовались ею, чтобы не только увидеть по-новому родную республику, но и ближнее зарубежье – Беларусь и Узбекистан. Вот этот вот наборчик, скажем, блюдо и кувшинчик я приобрела в городе Самарканде. 17 градусов, теплынь. И даже уезжать не хотелось, честно говоря. И люди интересные. Эксперты отмечают, что для развития внутреннего туризма в регионе все еще не хватает инфраструктуры. В частности, дорог, подъездных путей, мобильной связи и электричества. Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Власти Башкортостана уделяют огромное внимание развитию придорожного сервиса. Главную претензию, которая всегда была у туристов, прошу прощения, отсутствие туалетов на трассе. Слушайте, все шагом в 50-60 километров по любой дороге. То есть с этой точки зрения мы здорово выросли. Уже на всю Россию стал известен проект Южно-Уральской тропы, пролегающей по горной части Башкортостана и Челябинской области. С каждым годом маршрут становится доступнее для путешественников. Заявила в конце 2024-го и Уфа. Эксперты попечительского совета премии Russian Event Awards присвоили столице региона звание города событийного туризма. И республика притягивает путешественников прежде всего гостеприимными жителями. Даниил Байков. Итоги года. Также незаметно пролетел 2024, как и эфир нашей программы. После боя курантов начнется отсчет Нового года с новыми надеждами, идеями и мечтами. Пусть 2025 принесет в ваши дома только хорошие новости. С Новым годом!